Горнодобывающая отрасль Кыргызстана – это одно из приоритетных направлений в экономике нашей страны. Развитие отрасли поможет расширять возможности для дальнейшего экономического роста. Как отметил президент Садыр Джапаров в своем интервью российской газете, попытки улучшить ситуацию в горнодобывающей отрасли страны были, однако отсутствие последовательности и целенаправленной государственной политики никак не способствовало развитию данного направления. В этом выпуске программы «Еще не вечер» мы поговорим о привлечении и защите инвестиций в горную отрасль и ее потенциала с председателем Ассоциации горнопромышленников и геологов Кыргызской Республики Дүйшөнбеком Камчыбековым. Здравствуйте, Дүйшөнбек Кыргызбаевич, добро пожаловать к нам в студию. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, если опираться на то интервью президента Садыра Джапарова, вот эти попытки реформировать и развивать, в чем они заключались и почему они обернулись провалом? Ну, для начала давайте мы начнем с того, что, как и вы отметили в своем выступлении, что действительно на сегодняшний день горнодобывающая отрасль является локомотивом экономики нашей страны. Вот по результатам 2020 года в экономику нашей страны, бюджет нашей страны, горнодобывающая промышленность дала порядка более 18 миллиардов сомов. И плюс в экспортном потенциале горнодобывающая промышленность занимает более чем 50%. И если мы будем брать в целом промышленность, то именно продукция горнодобывающей промышленности, она занимает где-то порядка 44%. О чем это говорит? Вот мы до недавнего времени мы говорили, что для нашей страны, для развития нашей экономики это две отрасли, это энергетика и горнодобывающая промышленность. Но мы видим, к сожалению, к чему мы пришли по вопросам энергетики. Да? На сегодняшний день и как раз вот этот указ уважаемого нашего президента Садыра Нуркожоевича под номером 5 от 29 января говорит о том, что мы должны принять как бы пристальное внимание в развитии нашей горнодобывающей промышленности. Потому что, к сожалению, предыдущая власть в лице президента Сооронбая Жээнбекова, они хотели привлечь внимание к этой отрасли принятием таких вот двух серьезных документов. Это вот решение Совета Безопасности. Там были приняты конкретные предложения, конкретные поручения. Но, к сожалению, в течение 2-3 лет поручения они не были выполнены. Помимо только одного пункта, это создание самостоятельного вуза, где мы будем готовить специалистов для горнодобывающей промышленности. И в этой связи на сегодняшний день этот указ на сегодняшний день начал работать со стороны правительства. Там есть очень много таких вот моментов. И мы особо хотим обратить внимание, что для выполнения этого указа обязательно, конечно, нужен самостоятельный орган, который будет курировать, отслеживать решение этих поручений. Угу. То есть мы остановились на том, что дальше вот поручений каких-то, это движения как такового не было для развития отрасли, они ограничивались там использованием уже имеющихся месторождений и, ну, просто пользовались тем, что делали до этого другие инвесторы и там предыдущее руководство страны. И на сегодняшний день вот о решительных мерах, о которых говорил Садыр Джапаров, и в том числе и в своем указе, и в интервью, это то, что нужно сделать вот прямо здесь и сейчас, для того, чтобы не отстать еще на определенное время в развитии этой отрасли. Ну да, конечно, вы правы. В этом плане, если на сегодняшний день на руках имеется порядка где-то 2500 лицензий, выданные ранее Госагентством по геологии и минеральным ресурсам и в последнее время Госкомитетом промышленности, энергетики и недропользования, то на сегодняшний день мы плохо ощущаем вклад вот этих вот месторождений или этих лицензиатов в экономике нашей страны. Потому что мы последние годы ограничились вот таким вот понятием, как бы экономический рычаг. Может быть, это было и правильно в начале. Мы поставили такой вопрос перед нашими недропользователями.
Если ты не хочешь осваивать, работать, изучать это месторождение, разрабатывать, то мы тебя будем наказывать экономическим рычагом. Ну, были введены такие вот налоги, как пул, это платеж за удержание лицензии. Ты можешь сколько угодно держать, там ничего не делает, работает, но ты должен платить по геометрической прогрессии определенный вид или количество налогов. Но мы, специалисты, говорили, что этот подход неправильный. Если мы хотим осваивать эти месторождения, создавать, допустим, рабочие места, и потом это месторождение давало определенные финансовые деньги для нашей страны, то в первую очередь мы должны исходить из этого принципа, а не так вот, чтобы лицензиат держал лицензию и не работал, а просто платил такой вот вид налога, как пул. И, возможно, вот этот вот указ даст возможность, стимул для реформы, и в том числе внутри этой реформы находятся такие вопросы, как какие лицензии они были выданы, как они на сегодняшний день работают. Может быть, мы должны внести серьезные, как мы раньше говорили, специалисты, изменения законодательства о недрах, чтобы недра работали на благо нашей страны. Потому что есть вот такие вот укрупненные расчеты, еще сделанные в 2009 году специалистами Госагентства по геологии и минеральным ресурсам, то только по 20 видам полезных ископаемых, если мы оттуда вычтем такие вот расходы, как капитальные расходы, эксплуатационные затраты, то возможная чистая прибыль может составить порядка 84 миллиарда долларов. Это хорошая сумма. И на сегодняшний день мы имеем порядка 50 месторождений общегосударственного значения. Эти месторождения, они только должны выдаваться на конкурсной основе. Мы должны привлекать крупных инвесторов, создавать крупные государственные компании и работать в этом направлении. Как, допустим, на сегодняшний день хорошо работает АО «Кыргыз-Алтын». Они создали очень хорошее совместное предприятие турецкой компании «Этибакыр», и они создали совместное предприятие. Бюджет получил порядка 20 миллионов долларов. Мы имеем там долю 25%, участвуем в управлении. Вот такие проекты, они должны создаваться и работать как бы на благо нашей страны. Но как поможет развитию этой отрасли, вот вы как специалист разъясните, пожалуйста, в указе президента содержится такой пункт, в котором говорится о создании национальной горной компании, и там национализации, но не в том понятии, как это было до этого, полностью со 100% государственным участием, разработкой, но и с привлечением инвестиций. И вот тут некоторые там, не знаю, оппоненты президента видят некое противоречие. Вот давайте попробуем разъяснить нашим зрителям и тем, кто нас смотрит, и ваших коллег, почему здесь нет противоречия и как это будет способствовать вот созданию национального горного комплекса, горного предприятия, поможет привлечению инвестиций и развитию этой отрасли в целом. Ну, здесь, конечно, действительно, как вы правильно отметили, есть и определенный вопрос в разъяснении именно этого пункта данного указа. Ну, мы тоже специалисты, как бы убеждены и считаем, что решение данного вопроса будет приниматься в двух случаях. Это вот первый случай. Мы должны сами как бы иметь определенные большие финансовые средства на разведку какого-либо, допустим, месторождения полезкопаемого, и разработку проектных документаций, и строительство этого объекта, и плюс разработку этого месторождения. Вот последний пример. Если, допустим, до этого мы Кумтор построили, и первое золото они начали давать, когда мы
туда, или наш инвестор вложил порядка 500 миллионов долларов, и только после этого начали мы давать первое золото в 1997 году. На сегодняшний день второй значимый проект — это Джируй. Ну, с учетом, там тоже есть, конечно, спорный вопрос, с учетом того долга, который правительство вроде бы задолжало казахская компания Визер, порядка 580 миллионов долларов, с учетом этого мы, получается, или российский инвестор вложил туда порядка миллиард долларов, и они собираются в этом году дать первое золото. Тут вот это как раз и второй момент. Если у нас будут свои денежные средства, собственные денежные средства, это будет для страны очень хороший такой вот благоприятный момент, потому что мы сами будем строить, сами будем разрабатывать, и все эти налоговые, там, социальные, все платежи, они будут оставаться у нас в республике, и мы сами будем продавать готовую продукцию, реализовывать или использовать у нас внутри страны. Вот другой момент, если мы действительно хотим привлечь инвестора, большие инвестиции, мы должны пойти по пути, чтобы инвестор вкладывал деньги, а перед этим наше государство должно определить исторические затраты и с учетом этих затрат определить государственную долю и создать совместное предприятие и потом начинать работать. Вот эти вот мы как специалисты видим два подхода для решения этого пункта указа президента. Угу. Вот в процессе нашего разговора и в принципе как бы ни для кого не секрет, что разработка определенных месторождений, в целом отрасль и инвестиции в эту отрасль, они всегда имеют несколько противоречивый характер, потому что речь идет о недрах, потом еще один вопрос возникает, часто очень возникают конфликтные ситуации между местными жителями, и плюс еще немаловажным все равно остается вопрос там экологической составляющей, чтобы при разработке нанести как можно меньше вреда местной экосистеме и экологии Кыргызстана в целом. Какие шаги помогут вот преодолеть вот эти проблемы конкретные? Но на сегодняшний день мы должны решить сам принцип, механизм выдачи лицензий. Потому что на сегодняшний день процедура такая, что государство в лице какого-то уполномоченного органа выдает лицензию, а потом говорит: давай сам разрабатывай это месторождение, а перед этим ты иди сам договорись с местным населением. Мы, специалисты, об этом говорили ранее, что этот подход на сегодняшний день неправильный. Мы считаем, что перед тем участвовать в аукционе или в конкурсе, вот эти вот заинтересованные компании, они должны для начала подготовить маленький такой бизнес-план или бизнес-проект и прийти объяснить местному населению, что у вас имеется такое месторождение, запасы такие-то, если мы будем разрабатывать, срок службы будет такой, мы будем получать какие-то экономические выгоды, из этой суммы мы можем вам предоставить определенную сумму денег, и плюс мы будем решать там какие-то социальные вопросы. Потому что в нашем законодательстве есть такая норма, как социальный пакет. Мы говорим, что вот это вот понятие, как социальный пакет, оно должно быть как бы расширено. И после этого население, изучив намерение той или другой компании, они могут дать согласие определенной компаниям, определенным компаниям. И эти компании могут потом принять или в аукционе, или в конкурсе, и потом получить лицензию, и потом они будут тратить деньги на разработку проекта и разработку месторождений полезных ископаемых. И плюс местное население, с другой стороны, они ставят правильный вопрос. Если там находится, допустим, вода, они используют эту воду. У других есть, допустим, пастбища, у них на руках имеется зеленая книжка. В этом вопросе тоже есть, конечно, некоторые несоответствия и земельным кодексом, и законом о недрах. Вот эти вопросы мы должны приводить к единому мнению. И если только вот эти вот вопросы мы будем решать,
то тогда и инвестор будет доволен, и местное население, и будут на местах решаться и социальные вопросы, и экологические вопросы. То есть для государства сегодня крайне важно провести вот подробную, тщательную разъяснительную работу с местным населением, прежде чем туда пускать инвесторов и с теми проектами, с теми инициативами, о которых вы говорите, чтобы местные жители понимали, о чем идет речь, какие потери они могут понести в результате разработки этого месторождения и какие выгоды они могут приобрести и вот взвешивать как-то вот эти две вещи. А второй момент, о чем вы говорите, это то, что привести к единому законодательству и к единому знаменателю и подзаконные акты, и там законы о пастбищах, и законы о недрах. Как я понимаю, для преодоления вот этой проблемы шагом для преодоления является разработка Горного кодекса Кыргызской Республики, которая позволит унифицировать законодательство и где-то даже его гармонизировать. Вот вы как вы относитесь к этой инициативе разработки Горного кодекса? Ну, мы вообще-то, лично я сторонник улучшения тех норм, которые мы на сегодняшний день имеем в законе о недрах. Потому что закон о недрах, плохо или хорошо, на сегодняшний день работает успешно. И не зря я вот в начале своего выступления отметил, что именно горнодобывающая промышленность дала бюджету более 18 миллиардов сомов. И на сегодняшний день, если мы хотим идти как бы постепенно по этому пути, да, то мы должны в первую очередь улучшить те нормы, которые мы имеем в законе о недрах, и потом переходить и, допустим, на более, может быть, вот этот документ, как Горный кодекс. Ну, в порядке информации я хочу сказать, что Горный кодекс из стран СНГ на сегодняшний день работает и принят только в соседнем Казахстане. Они еще в 2017 году приняли. И они принятие этого Горного кодекса связали с разработкой урановых и нефтяных месторождений. Россия, большая Россия, они в 2003 или 2004 году на уровне Государственной Думы рассмотрели, но потом этот документ не был принят. На сегодняшний день этот документ числится как проектный документ. Соседние страны, и Узбекистан, и Таджикистан, они работают законом о недрах. Поэтому на сегодняшний день есть тут, конечно, определенные, может быть, в перспективе будут созданы определенные проблемы. Мы должны четко для себя выяснить, если мы создадим Горный кодекс, то на сегодняшний день у нас в стране существует порядка 18 кодексов. Это и водный кодекс, и воздушный кодекс, и, допустим, земельный кодекс. И если мы будем приводить в единый документ Горный кодекс именно те разделы, которые касаются вопросов недропользования, потому что в налоговом кодексе есть целая глава, это налоги при недропользовании, мы должны оттуда взять и поставить в Горный кодекс, то в будущем кто будет администрировать. Мы будем налоговиков привлекать для выполнения этого Горного кодекса. Мировая практика показывает и говорит о том, что должен быть единый документ, вот налог, при недропользовании должен быть в едином документе. При, допустим, вопросах реализации вопросов энергетики или там сельского хозяйства, это должен быть как единый документ. Но в этом плане сейчас это было рекомендательного характера по поручению, правительство работает, соответствующие уполномоченные органы работают, и наши специалисты тоже, они включены в состав рабочей группы по разработке этого документа. И в конце концов мы, наверное, придем к какому-то единому мнению. Давайте поговорим об инфраструктурной составляющей, которая возникает вокруг горнодобывающей отрасли. И в первую очередь мы в самом начале нашего разговора говорили об научной составляющей и подготовке кадров, то есть создание горного института еще предыдущими властями было
было сформировано, но сейчас, и опять же возвращаясь к началу разговора, что сейчас нужно ускориться в создании вот всех этих инфраструктурных объектов и проектов реализации, потому что на протяжении, как я понимаю, последних 30 лет для того, чтобы развивать самим нашу горную отрасль, у нас не подготовлены ни кадры и нет на это даже как инвестиций и средств внутренних, по крайней мере, со стороны государства. И сейчас, чтобы ускорить этот процесс, есть ли какие-то возможности для того, чтобы ускорить этот процесс и реализовать эти проекты в ближайшем уже будущем, чтобы экономика наша начала получать дивиденды, о которых вы говорили? Да, действительно, конечно, в первую очередь мы говорим и считаем необходимым, у нас в стране должен быть единый самостоятельный государственный орган, который будет курировать развитие этого направления. Вот мы отмечаем, что на сегодняшний день, как вы отметили, что последние годы мы почему имеем такое вот плачевное состояние в вопросах энергетики. Когда ранее был такой орган, как Кыргызэнерго, этот орган был прибыльным органом, давал большие дивиденды для нашей страны. Но когда начали делить на самостоятельные структуры и потеряли главный орган, который должен заниматься концептуальными какими-то стратегическими вопросами в лице Министерства энергетики, мы потеряли этот орган. И на сегодняшний день, с опозданием, это тоже хорошо, что осознав, мы создали Министерство энергетики и промышленности, потому что должен быть единый и главный орган. И в этом плане мы тоже говорим, что до последнего момента был хотя бы орган, который был включен в состав Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования. На сегодняшний день мы пока не увидели самостоятельного органа. Когда будет самостоятельный орган, пусть будет это Национальное агентство по геологии и минеральным ресурсам или недропользованию, и этот орган должен разработать концептуальный документ. Вот я ранее сказал, что Совет Безопасности принял решение разработать этот документ в течение 1 месяца. Но в течение 2 лет мы не смогли разработать, или тот уполномоченный орган не смог разработать этот документ. На сегодняшний день мы считаем, что мы должны создать в первую очередь вот такой самостоятельный орган, который будет заниматься вопросами недропользования. Этот орган должен разработать хотя бы на сегодняшний день концепцию, если это не будет даже стратегический документ, для начала концепцию. И в этом документе мы должны отразить все наши будущие моменты для реализации этой концепции, какие должны быть органы, какой должен быть учебный центр, почему, допустим, научные организации отстают в этом плане, не помогают горнодобывающей промышленности. Возможно, создание или объединение таких вот институтов, как Институт геомеханики освоения недр, Институт геологии, Институт машиноведения, потому что они непосредственно должны работать именно этой отраслью. И какие кадры мы должны готовить? Вот для этого на сегодняшний день нужен самостоятельный орган. Когда будет самостоятельный орган, этот орган разработает соответствующий документ, программный документ. Туда будут включены все эти вышеуказанные моменты, и потом только начнет работать во благо нашей страны этот орган, который будет разрабатывать месторождение наших полезных ископаемых. Спасибо вам большое за ответы на наши вопросы и за беседу. Я напоминаю, что мы говорили о привлечении и защите инвестиций в горную отрасль и ее потенциале с председателем Ассоциации горнопромышленников и геологов Кыргызской Республики Душенбеком Камчебековым. Это была программа «Еще не вечер». Эфир Алто-24 продолжается. Оставайтесь с нами.